Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем занятия по геометрии 11 класса, и тема нашего сегодняшнего урока — сфера. Основные цели и задачи нашего сегодняшнего урока — это узнать определение геометрических фигур сфера и шар, вспомнить про геоцентрическую систему мира, рассмотреть взаимное расположение плоскости и сферы, узнать, какая плоскость называется касательной к сфере, и учиться решать задачи на нахождение элементов сферы. Давайте посмотрим на наш мячик футбольный и на теннисный мячик. Что их объединяет? Или, скажем, яблоко с апельсином. В данном случае футбольный мяч и теннисный мяч являются фигурами, которые называются сферой в геометрии. А яблоко и апельсины этой фигуры называются шар. Давайте рассмотрим, что такое сфера и что такое шар. Внесем определение. Сферой называется поверхность, которая состоит из всех точек пространства, расположенных на заданном расстоянии от данной точки, которую называют центром сферы. О у нас является центром сферы, а R — длина, на котором отдалены все наши точки пространства от этого центра, называется радиусом сферы. Диаметр сферы у нас будет равен 2r. Теперь давайте рассмотрим такую фигуру, как шар. Шар — это тело, ограниченное сферой, называется оно шаром. Есть и другое определение. Тело, которое содержит все точки пространства, расположенные от точки О на расстоянии, не превышающем r, включая О, и не содержащий других точек, называется шаром. То есть, если представлять, то, как мы уже говорили, футбольный мячик, теннисный мячик, они внутри пустые, то есть полая поверхность. Только у нас есть поверхность. Тогда это будет сфера. А если она наполнена, как апельсин, яблоко или какое-нибудь ядро, да, это все у нас фигура является шаром. То есть она заполненная чем-то. Сфера — это множество точек, полученных вращением полуокружности вокруг ее диаметра. То есть мы вращаем, если мы вращаем полукруг, то мы получим сферу фигуру, у которого длина r — это будет наш радиус. А шар — это множество точек, полученных вращением вокруг полукруга, вокруг своего диаметра. То есть это будет полый объект. Сфера у нас — это вращение полуокружности, а шар — вращение полукруга. До XVI века люди полагали, что центром нашей системы является планета Земля, то есть пользовались геоцентрической системой мира, пока в XVI веке Николай Коперник не открыл гелиоцентрическую систему мира, где центром Вселенной являлось Солнце, а все наши планеты вращались вокруг Солнца. Но в геоцентрической все полагали, что является центром Земля, и все остальное, Луна, Солнце и другие планеты, крутятся вокруг Земли, что было неверно. Но в данном случае нас интересует, что в основном все объекты, небесные тела наши, имеют форму шара или сферы. Давайте рассмотрим уравнение сферы с математической точки зрения. То есть, как выглядит уравнение сферы в прямоугольной системе координат. Давайте построим нашу сферу с центром О, с координатами в точке x0, y0 и z0. R у нас будет радиус сферы. Расстояние от любой точки M в нашей сфере до точки O центра должно быть всегда одинаковым, равным R. То есть MO у нас должно быть равно. Расстояние MO у нас будет равен корень квадратный от x минус x0 в квадрате плюс y минус y0 в квадрате и плюс z минус z0 в квадрате. В данном случае mxyz от точки mxyz до точки O нашего центра, да, который имеет координаты x0, y0, z0, а расстояние должно быть равно r, и оно должно быть постоянным. То есть, если точка лежит на сфере m, а mo у нас будет равен r, или mo в квадрате равен r в квадрате, то тогда мы получим, что x минус x0 в квадрате плюс y минус y0 в квадрате плюс z минус z0 в квадрате должно быть равно r в квадрате. Ну, в нашем случае можно было сказать mo в квадрате. Уравнение это у нас является уравнением сферы с центром в точке O
и радиусом, равным r. O у нас координаты имеет x0, y0 и z0. Они у нас известные какие-то постоянные числа. Вот как выглядит наша окружность. Рассмотрим давайте еще одну вещь, как взаимное расположение сферы и плоскости. Как могут взаимно располагаться наша сфера и наши плоскости. D у нас будет расстоянием от центра сферы до нашей плоскости альфа. Если расстояние от центра нашей сферы до плоскости альфа будет меньше радиуса нашего сферы, то плоскости сферы они пересекаются. Причем плоскость является у нас секущей, а сечением сферы будет плоскость, которая является окружностью. А если бы мы производили бы сечение шара, то мы получили бы плоскость, которая у нас будет иметь форму круга. Теперь рассмотрим случай, когда расстояние от центра сферы до плоскости альфа будет равно r. То есть d у нас расстояние от центра сферы до плоскости альфа, тогда OA у нас будет равен r, и оно будет равно d. Тогда плоскость касается сферы. И рассмотрим последний случай, когда расстояние от центра сферы до плоскости альфа у нас будет больше, чем радиус. Тогда плоскость и сфера не имеют общих точек пересечения, то есть они не пересекаются. Давайте рассмотрим определение. Плоскость, имеющая со сферой только одну общую точку, называется касательной к сфере. При этом их общая точка является точкой касания сферы и плоскости. Давайте рассмотрим основные свойства касательной к плоскости. Теорема. Радиус сферы, проведенный в точку касания сферы и плоскости, перпендикулярен к касательной плоскости. То есть смотрим на наш график. Если с центра О нашей сферы провести прямую к точке касания нашей плоскости со сферой, в данном случае на графике это у нас точка А, то мы получаем там перпендикулярную прямую. ОА у нас будет перпендикулярна плоскости касания альфа. Доказательство. Нам дано плоскость альфа, касательная к плоскости сферы, а ОА у нас это прямая, которая проходит через центр нашей сферы и через точку касания плоскости альфа со сферой. Необходимо доказать, что ОА у нас перпендикулярен альфа. Приступим к доказательству. Предположим, что ОА у нас не перпендикулярна плоскости альфа. Тогда ОА, прямая ОА, у нас является наклонной. То есть отсюда вытекает, что расстояние от центра точки нашего О до плоскости альфа будет меньше расстояния ОА. Тогда D это у нас расстояние от центра сферы О до плоскости альфа. Тогда альфа пересекает сферу по окружности, значит имеет с ней бесконечно много общих точек. То есть мы получили противоречие с исходными данными, потому что в условии говорилось, что альфа у нас касательная плоскость к сфере. Значит, мы пришли к противоречию, то есть тогда ОА должно быть перпендикулярно альфа, что и требовалось нам доказать. Давайте рассмотрим признак касательной к плоскости. Теорема. Если радиус сферы перпендикулярен к плоскости, проходящей через его конец, лежащей на сфере, то эта плоскость является касательной к сфере. Давайте рассмотрим взаимное расположение сферы и плоскости. D у нас будет расстояние от центра сферы до плоскости альфа. Тогда r большое в квадрате, в нашем случае, если посмотреть на график, r у нас это радиус сферы, d у нас расстояние от центра до плоскости альфа, а r малое это радиус сечения плоскости альфа со сферой. Тогда, если посмотреть на нашу фигуру, то мы получаем прямоугольный треугольник r большое, r малое и d. По теореме Пифагора r в квадрате у нас r большое в квадрате будет равен d в квадрате плюс r в квадрате. Тогда площадь сечения можно вычислить как πr в квадрате. А площадь диагонального сечения будет πr большое в квадрате, так как она будет проходить через центр, то есть радиус сечения будет равен радиусу сферы. Длина окружности сечения у нас можно вычислить по формуле 2πr малое. А
длина диагонального сечения будет 2π и r большое, так как радиус диагонального сечения у нас совпадает с радиусом сферы. Введем такое определение. Многогранник называется вписанным в сферу, если все его вершины принадлежат этой сфере. При этом сфера называется описанной около многогранника. Многогранник называется описанным около сферы, если все его грани являются касательными плоскостями к этой сфере. При этом сфера называется вписанный многогранник. Давайте рассмотрим несколько задач на данную тему. Первая задача. Куб вписан в сферу. Главная диагональ куба равна 5. Просят найти радиус сферы. Давайте построим наш куб, вписанный в сферу. Тогда, если посмотреть на его диагональ, то она будет проходить через центр нашей сферы. Так как она проходит через центр нашей сферы, то она является главной. Диагональ куба у нас будет проходить через центр сферы, и она будет являться диаметром нашей сферы. Раз уж мы знаем диаметр сферы, то тогда можно вычислить радиус как диаметр, деленный на 2. А диаметр у нас известно, оно равно 5. То есть r у нас радиус сферы будет равен 5, деленное на 2, или это 2,5. Ответ у нас 2,5. Сфера пересечена плоскостью, и радиус сферы равен 10, а расстояние от центра сферы до сечения равно 6. Необходимо найти радиус сечения. Что нам известно? Для начала обозначим радиус малого сечения О1А, как изображено у нас на графике. Тогда мы можем рассмотреть треугольник О2, О1А. Сразу можно понять, что это у нас прямоугольный треугольник. При этом мы знаем, что О2, О1 оно равно 6, это у нас было расстояние от центра сферы до сечения. Также нам известен О2А, это у нас радиус нашей сферы, оно также равно 10. Тогда по теореме Пифагора О1А в квадрате должно быть равно О2А в квадрате, это у нас гипотенуза прямоугольного треугольника, минус О2, О1 в квадрате, это у нас катет. Подставив соответствующие значения, О1А мы вычислим, то есть О1А у нас будет равен корень квадратный из 10 в квадрате минус 6 в квадрате. Подставим, вычислим значение, мы получим, что это будет равно корень квадратный от 100 минус 36, или это равно корню квадратному из 64, а корень квадратный из 64 у нас равен 8. Ответ у нас будет 8. Рассмотрим следующую задачу. Мыльный пузырь, сфера, плавает по воде так, что только его половина погружена в воду. Необходимо найти площадь сечения мыльного пузыря поверхностью воды, если диаметр пузыря равен 10. Посмотрим на наше изображение. В данном случае плоскость альфа, которая изображена на графике, это наша вода. И сфера, которую мы видим на графике, это наш мыльный пузырь. Она погружена наполовину. Значит, наша вода, да? Наша вода пересекает наш мыльный пузырь, и при том сечение у нас является диагональным. О здесь у нас центр сферы и сечения в данном случае. Тогда диаметр у нас будет 2r равно, а r тогда будет равен, так как диаметр пузыря нам известен, что это равно 10, мы его поделим на 2, получим 5. Тогда площадь сечения можно вычислить как πr в квадрате. А это у нас равно, вместо r подставляем 5, 5 в квадрате умноженное на π, то есть это будет 25π. Ответ у нас будет 25π. Шар, рассмотрим следующую задачу. Шар радиуса 25 дециметров пересечен плоскостью, находящейся на расстоянии 24 дециметра от центра. Необходимо найти площадь сечения. Что нам известно? В нашем случае OH у нас будет равен 24 дециметрам, где O у нас центр нашего шара. H у нас центр круга, который является сечением. Пусть K какая-то произвольная точка на окружности сечения, тогда ОК это будет у нас радиус шара. Рассмотрим наш треугольник OKH, то есть он у нас будет прямоугольным треугольником. По теореме Пифагора мы получим, что ОК в квадрате должно быть равно KH в квадрате плюс OH в квадрате. KH у нас равен R малому, тогда мы получаем, что KH в квадрате должно быть равно R в квадрате, или это будет равно
ОК у нас 25 в квадрате минус OH это у нас 24 в квадрате. Можно выразить в виде произведения. Упростив данное выражение, мы получим, что 25 минус 24 умноженное на 25 плюс 24. Тогда мы получим, что 1 умноженное на 49, или это будет у нас 49 дециметров квадратных. Тогда площадь сечения у нас равно πr в квадрате, то есть 7 в квадрате умноженное на π будет равно 49π дециметр квадратных. Ответ у нас 49π дециметр квадратных. Давайте рассмотрим еще одну задачу. Расстояние от центра шара до секущей его плоскости равно 2 сантиметрам. Площадь сечения шара плоскостью равна 16π сантиметров квадратных. Необходимо найти радиус этого шара. Давайте рассмотрим нашу фигуру. Что нам известно? О у нас центр шара, H у нас центр круга, который является сечением, и К у нас произвольная точка на окружности сечения. Тогда у нас ОК у нас будет радиус нашего шара, KH это радиус сечения. Площадь сечения можно вычислить по формуле πr в квадрате. Площадь сечения по условию нашей задачи у нас равно 16π. То есть 16π должно быть равно πr в квадрате. Или r у нас должен быть равен плюс-минус 4. Но так как по смыслу у нас радиус больше нуля, значит r у нас будет равен 4. Давайте рассмотрим треугольник OKH. Он у нас является прямоугольным. Тогда по теореме Пифагора мы получим, что ОК в квадрате должно быть равно KH в квадрате плюс OH в квадрате. Здесь KH это наш соответствующий радиус. Тогда ОК у нас будет равен корню квадратному из KH в квадрате плюс OH в квадрате. То есть KH у нас будет равен корню квадратному из 4 в квадрате плюс 2 в квадрате, а это у нас будет равно корню квадратному из 16 плюс 4. То есть это у нас равно корню квадратному из 20, что у нас равно 2 корня из 5 сантиметров. Ответ у нас 2 корень из 5 сантиметров. Давайте, ребята, рассмотрим еще одну задачу и решим его у доски. Куб вписан в сферу, сторона куба равна 5. Найдите площадь сечения сферы плоскостью, проходящей через одну из граней куба. Давайте посмотрим на наш чертеж. У нас имеется сфера, в которую вписан у нас куб. Нам известна сторона куба. Нужно найти площадь сечения поверхности сферы плоскостью, проходящей через одну из граней куба. Ну, давайте самую переднюю грань куба возьмем. Он отсекает у нас нашу сферу в виде круга, вот такого вот круга, которая проходит через вот эти вершины. Она будет нам видна, так как передняя часть, да? Нам известна сторона куба. То есть сторона куба у нас здесь 5, здесь тоже 5, так как это куб. Все стороны одинаковы. Нам необходимо найти радиус сечения, который у нас является окружностью. Ну, радиус его, если в него вписан квадрат, это его диагональ. Если возьмем диагональ, то эта диагональ еще и куба является. Давайте найдем диагональ нашего куба. Она будет равно диаметру нашей окружности, получаемой сечением сферы. Давайте рассмотрим это. Так. Чему у нас будет равна диагональ? Диагональ будет равна, если рассмотреть, то у нас получается треугольник у нас прямоугольный. Здесь сторона 5 и здесь сторона 5. Притом угол здесь прямой, тогда это у нас гипотенуза. Его можно вычислить как корень квадратный от 5 в квадрате плюс 5 в квадрате. Чему будет равно? 5 и 5 – 25, 5 и 5 – 25, 25 плюс 25 – это у нас 50, корень квадратный от 50, или можно записать как 5 корень квадратный от 2. Так, мы вычислили диагональ. Диагональ является еще и диаметром нашей окружности.
Так, чтобы найти радиус, достаточно поделить эту диагональ на 2. То есть найдем радиус. Радиус будет равно диагональ, деленная на 2. В нашем случае будет 5 корень из 2, деленное на 2. Мы вычислили радиус. Тогда площадь данного круга можно вычислить как площадь нашего сечения будет равно πr в квадрате по формуле. πr в квадрате, а это у нас будет равно π умноженное на данное выражение 5 корень из 2, деленное на 2 в квадрате. Возведем в квадрат. Что мы получим? π умноженное, 5 и 5 будет 25, умноженное на 2 и деленное на 4, так как квадрат от корня из 2 это 2. Двойку с четверкой можно сократить, здесь мы получим 2, то есть у нас 25 на 2 π. Это и есть наша площадь. Ответ 25 деленное на 2 π. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего урока. Мы с вами узнали определение геометрических фигур сфера и шар, вспомнили про геоцентрическую систему мира, рассмотрели взаимное расположение плоскости и сферы, узнали, какая плоскость у нас называется касательной к сфере, и решали задачи на нахождение элементов сферы. На этом наше занятие подходит к концу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!